Здравствуйте, любители и почитатели якутского кино! В эфире программа «Кинозавод». Июльское солнышко одарило нас летними сюрпризами, теплой зрительской аудиторией. Мы можем похвастаться овациями в этом месяце и, конечно же, гордостью за наше якутское кино. Но обо всем поподробнее. Впервые в истории якутского кино фильм Егора Макарова «24 снега» единственной картиной представил Россию на 38-м Московском международном кинофестивале. В программе документального кино было представлено 27 работ из разных стран. Наша картина о жизни простого коневода в арктической части Якутии вызвала огромный резонанс не только в СМИ, но и в кинообществе как в России, так и за рубежом. Төһән турабын оттол нагыл жибутына бетәре хадда бетәре адычыга уладдык бутына туак болтта таба этен киллерен турор бута ак кеннигер ол эмискә түн октан каллы ары октан албыды анарылламарын ол табам камам киддемех хоркам бир нәрсәтем куттанаммын В этом году были представлены несколько очень интересных фильмов от России. Это радует. И участвовали просто, я бы так сказал, мастера, подавали картины первого ряда. Там были и Екатерина Еременко, и Алина Рудницкая, и Ефим Резников. И у всех эти картины были сильные, интересные. Но так как у нас все решается голосованием, у нас 5 человек, мы смотрели, и, к сожалению, для других, и, к счастью, для Михаила Барынина, он практически дебютант, это его одна из первых работ. Ну что же, меняется, идет смена поколений, приходят молодые ребята. Вот «24 снега» – это картина молодого человека. Великий Пастернак писал: «Ничто не бывает закономерным, как случай». Именно это и свело Михаила Барынина, Семена Аманатова, Юрия Бережнева и Михаила Кардашевского, профессионалов уже с багажом за плечами в мире кино, плюс ко всему их соединила любовь к северу, что подняло картину на вершину мастерства нового направления в кино Natural Cinema. Ас биддеке хылгыл болбады. Хылгылда таптарлах каяра гылдыга. Мен хылгындан хаджар ханалахпын осен. Қан кулура кejjan битүр тохор камма булоккан тохор дер кут. Тоораттан мен качыгар болонду, гручут болонду ана булок килбек тоора. Ите тоян болон билеппендан ден ханам көрбөк болор. Участвовать в таких фестивалях класса А. Это считается, оказывается, если фильм у тебя новый, свежий фильм, то считается, делается мировая премьера. То есть это у нас была мировая премьера фильма. Был полный зал, в том числе были и мои мастера, и много мастеров из ГИКа, и известные режиссеры, кинодеятели. И также наши земляки, якутяне, московские якутяне, студенты были, что очень радует. И потом они подходили, благодарили. Конечно, слова в первую очередь благодарности, что показали север, Арктику таким, какая она есть, и людей, то есть без наигрыша, без каких-то постановочных сцен. То есть за это благодарили. И многие, естественно, увидели в первый раз минус 60, да, как это выглядит. То есть езда на оленях, скачки, то есть очень многое увидели, я думаю, московским зрителям было очень интересно.
То есть для них это что-то такое, ну, нереальное. Вот. Ну и многие хвалили то, что вот в такие морозы мы снимаем. Вот. Удивлялись, спрашивали насчет техники. Вот. И, ну, было очень приятно. Лично мне, конечно, это уверенность, то есть, чтобы дальше мы снимали, развивались, да, то есть зритель на наши фильмы ходит, и это очень радует. Колора келеммен кулага куддугал жабын жебер. Отто оğlundan baramın kolora Uollamadan kannetten bidde kallaqpana kül bilete ikkistan kallaqpana uja qama haljalata. Ontan küm etach haskiyamo. Papa kirappan katta papa qamaragan diye. Ontan hibilin kallimni hadda waqtan ittin jiro ben himbi braçığım var tayar diye. Jumputtan haqlanattan bu bacca haspartalo mannakalan tığolilirtam. Ondan Allah bu hübbetiyet olasta, hübbetiyet karbon ulladım yakın hep. На кинофестивале в Москве еще одна якутская картина удостоилась внимания зрителей. Хочу отметить небезынтересный факт, что в российском прокате за 2016 год картина Сайсары Кёльге «Мой убийца» режиссера Константина Данилова и продюсера Марьяны Скрыбикиной занимает 35-е место. К этому хочу добавить, что авторы фильма изменили название картины для российского проката и для проката в странах СНГ. Ох уж это кино! Фильм был показан на фестивале в рамках официальной программы «Новое российское кино». Картину высоко оценили известные кинодеятели страны. Детектив «Мой убийца» получил статус национального фильма. Это дает преимущество продюсеру и автору гарантированную государственную поддержку. Фильм также попал в официальный каталог 100-го российского международного кинорынка. Юбилейное мероприятие прошло в рамках фестиваля «Кинотавр Сочи». Кроме этого, специализированный журнал для кинорынка «Бюллетень кинопрокатчика» составил топ самых кассовых фильмов первого полугодия 2016 года, вышедших с ограниченным прокатом, где якутская лента возглавила список. Прокат фильма «Мой убийца» ожидается по России и странах СНГ с 8 сентября этого года. Еще одна замечательная новость. На днях в рамках проведения Дней Москвы в Якутске состоялась премьера нового российского полнометражного фильма «Охота жить». Профессия актерская, она такая, знаете, ненадежная. Так что вы особо детям-то не советуете. Вы даже больше всего отговариваете их. И если вы ничем не сдержите ваше дитя, ваше чадо, то это может единственный залог того, что из него, может быть, что-то получится. Что-то какая-то будет судьба интересная. Потому как сидишь, жди роли. Я думаю, нет, я ждать не буду. Я буду роли делать сам. Сам буду ставить картины, сам в них буду сниматься. Так вот в моей жизни и случилось. Произошло это еще в 60-х, очень далеких годах. Перечислять все 220 фильмов я не смогу перечислить. Я недавно закончил 220-ю роль в фильме «Со дна вершины». Я надеюсь, вы ее скоро увидите. Где играю тренера паралимпийского чемпиона. Приеду сейчас в Москву, и вот уже довольно скоро начнется работа над 221 ролью. Так вот, жизнь продолжается. Все по 55 лет я могу только поблагодарить судьбу за то, что я был востребован. У меня не было таких простоев. Я не помню даже месячного простоя.
Я 25 лет поначалу, когда только начал работать, и в отпуске не был, и в отпуск не хотел. Зачем мне этот отпуск, когда тут так интересно казалось работать? У меня сегодня необычные гости. Это юные дарования, которые начинают делать первые шаги в мире кино. Давайте сразу же у них спросим, насколько для них это сложно или нет. Для меня кино — это увлечение. Мне нравится кино, я им увлекаюсь, смотрю много фильмов разных. Вообще, мне кажется, что съемка кино — это очень сложный процесс, который достается очень таким умам, которые недосягаемы для обычного человека. Но мы вот решили попробовать снять какое-то такое любительское кино, и я думаю, что у нас это неплохо получилось. Поговорим о вашем конкурсе «Ожившая история», где наши дети приняли участие своими документальными фильмами. Идея именно конкурса, она в чем заключается и почему именно ребята сделали в этом году фильмы? Наш конкурс традиционный, он проводится каждый год. В этом году уже 4-й раз мы проводим этот конкурс. Это республиканский исторический конкурс. А в этом году мы посвятили конкурс году кино. И впервые наши дети подготовили фильмы, историко-документальные фильмы по теме «Роль ссыльных в истории Якутии». И в нашем конкурсе, как обычно, участвовали и учащиеся города Якутска и Республики Саха-Якутия. И очень было примечательно, что из таких отдаленных улусов, как, например, Верхоянский, тоже дети приняли участие и тоже заняли призовое место. Ну, насколько я знаю, не только с Верхоянска же поступили работы, да? Более 100 человек, а точнее 136 из 5 улусов. Это Хангаласские, Амгинские, Верхоянские, Амгинские, Нурбинские тоже приняли участие. Ну, теперь, ребята, расскажите о своих работах. Мы подготовили историческую конструкцию о первом кинематографе Якутии Василия Приютова. По распоряжению его превосходительства Василия Приютова определить на житье в дом купца Федота Романова. Я, Федот Романов, якутский купец, согласен на проживание в моем доходном доме. Чем Василий Приютов будет оплачивать проживание в моем доме? Я профессиональный фотограф, умею изготавливать прекрасные снимки, а также владею портняжным ремеслом. Хорошо, вас будет обслуживать 3 моих людей: повар, дворник и истопник. За это вы будете кормить и одевать. Прошу в дом. Приятно познакомиться с мастером фотографии. Мой покойный муж тоже занимался фотографией в нашем семейном фотоателье. И мне очень приятно познакомиться. В 1903 году Василий Приютов женился на вдове Полигее Петровне Лозяновой. Внимание! Особенно выгодно от своих коллег-фотографов отличались групповые снимки Приютова, который, как профессионал, обладал удивительно тонким пониманием компоновки многофигурных групп. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем семейном фотоателье, который находится на улице Большой. В 1913 году Василий Приютов в собственном доме открыл первый кинематограф, куда горожане и гости столицы будут приходить с большим удовольствием. Сегодня особый день открытия первого кинематографа в Якутии. В нашем зале много мест, 200 зрительных мест, мест всем хватит. Для вас я постарался осветить электрическим светом. Это большая новинка для нашего города. Специально для вас я пригласил артистов, которые будут для вас выступать. И этот день вам запомнится навсегда. Перед сеансами играл оркестр. Декабря 1915 года сбор от киносеансов в сумме 96 рублей 84 копейки. Приютов пожертвовал родительскому комитету женской гимназии для оказания материальной помощи малоимущим ученицам на оплату учебы и покупку теплых вещей. А это наш дружный класс. Ну и кто какую роль играл?
Я играл Василия Приютова, человек, который открыл первый синематограф в Якутии для людей, которые были нищие. Он сделал это для благотворительности, и чтобы люди больше знали и узнавали мир. Василий Приютов – это очень хороший человек, добрый, добродушный, и он мне очень сильно понравился, его натурой и какой он человек по жизни. А сложно было исполнять его роль? Ну, на мой взгляд, кажется, немножко да. Это, как сказать, ответственность. Но для меня Приютов – это человек, как сказать, легкий, сильный. И, я, сказать, как он. Хорошо, а Валерия? Кого Я ты играла исполняла? супругу Василия Приютова, Пелагею Лазьянову. Эта роль, как сказать, трудная. Она не очень трудная, но и нелегкая, потому что я играла взрослую женщину, у нее были дети, и было трудно то, что мы делали большую прическу, надо было сделать высокую, искать юбку длинную. А в общем, эта роль, не очень трудная. А какая она была, женщина Пелагея, жена первого синематографа? Она была женщина строгая, как строгая, она владела своим фотоателье и, была ответственная. А Сергей? Я играл Ивана Ивановича Крафта. Он был губернатором Якутии. Он вкладывал большой взнос в Якутию для развития кино. Получается, перед тем, как начать исполнять эту роль, ты, наверное, все-таки изучил, да, его образ. Какой он человек, оказывается? Он оказался щедрым, добрым, образованным. И сложно было исполнять роль такого человека, который вошел в историю Якутии? Было не очень сложно, но, правда, у меня усы отваливались тогда. А Карина какую роль исполняла? Я озвучивала диктора, это был закадровый голос. Сложно было озвучивать такой фильм? На самом деле это было не трудно. Наш классный руководитель, она любит снимать нас, и поэтому она решилась тоже попробовать снять, себя, да, как оператор. Получается, вы снимали этот фильм всем классом? Да. Ну что для себя вы узнали каждый от этой работы? Все-таки профессия артиста в кино, да, режиссера, того же диктора, она сложная, как оказалось, или нет? Карина, с тебя начнем, наверное. Снимать кино это бывает трудно, бывает весело. Работать в кино это значит быть грамотным. Работать в кино, я думаю, иногда сложно, иногда легко, иногда весело, иногда не очень. В общем, трудно, да? Да. Нам было легко, детям, потому что, некоторым, у кого были большие роли, текста было много, тем было трудно его учить, а нас было много, мы работали коллективом, поэтому было все легко, просто. Было сложно ли делать работу и материалы искать, оживить, так скажем, историю на экране? Наш фильм называется «Романовка», и мы решили взять эту тему, потому что мы каждый год ходили в этот музей Романовки, и с каждым годом узнавали что-то новое в этом музее, нам было всегда интересно. И когда нам сказали тему конкурса «Роль ссыльных в истории Якутии», мы сразу же поняли, что нам нужно именно об этом снять, потому что мы много информации об этом знаем, и нам будет интересно. К февралю 1904 года в Якутске собралось около 50-60 человек политсыльных социал-демократов, которые решили добиться отмены наиболее незаконных и жестоких распоряжений по отношению к ссыльным. Эсеры их не поддержали. К тому времени условия содержания политсыльных были ужесточены. Как вы распределили роль? Режиссер, кто-то сценарист будет, как между собой это происходило у вас?
Мне дали положение этого конкурса, и вообще я решила снимать этот фильм и собрала людей, команду свою, получается. Я была режиссером и написала сценарий, распределила роли как по возможностям. Кто-то хорошо говорит, тот будет то есть автором, то есть рассказывать будет, кто-то хорошо снимает, кто хорошо фотографирует, поэтому они будут операторами. Мы взяли 2 оператора, так как чтобы снимать с разных ракурсов, чтобы потом это монтировать все. И режиссер монтажа у нас, получается, был девочка, которая тоже хорошо монтирует. Мы сразу ее взяли, все согласились, выделили время и быстренько все сняли. Актеру сложно было исполнять историческую такую роль? Поначалу, да, конечно. Но потом я вжился в роль, и все прошло моментально и быстро очень. Мне понравилось. А оператору снимать? Я всегда любила снимать, фотографировать, и это дало, наверное, свои плоды. Оксана меня позвала, и мы сняли. Решили снимать. Было немного сложно, потому что мы не могли сначала все собраться, но потом мы все собрались и сняли. А вторым оператором была наша тоже одноклассница, тоже, которая любит фотографировать и думает, что это ее дело тоже. За ними велось постоянное наблюдение. Из центральных улусов их стали пересылать на окраины Якутии. Запретили даже приезд в Якутск по неотложным делам. В Якутске и его окрестностях тогда находилось около 120 политсыльных. Протест начался 18 февраля 1904 года в доме якута купца Федота Романова, где забаррикадировались 42 политсыльных под руководством Виктора Курнатовского и Антона Костюшка-Валюжанича. Написали 3 листовки с объяснением своего протеста. Историческое кино, мне кажется, очень отличается от озвучки именно какого-то другого стиля или жанра кино, тем, что нужно именно проникнуть в этот текст и прочитать с такой, с душой, вложить в душу в этот текст и прочитать так, чтобы у зрителей возникли какие-то именно чувства на то, что ты прочитал, и то, что они услышали. А искать материалы кто вам помогал? Мы, конечно же, прислушивались к нашим учителям истории и истории Республики Саха-Якутия. Спасибо то, что у нас есть такие предметы. Это очень хорошо то, что в нашей школе уделяется много внимания именно этому предмету истории Республики Саха-Якутия, так как много людей не ценят именно, наверное, историю нашего наследия. Что вы почерпали из вашей работы для себя? Что у вас осталось от этого? Что вы узнали нового? Служило мне большим опытом, так как я тоже хочу связать свою жизнь именно с режиссурой. Тоже хочу поступить на режиссера, учиться и тоже работать. И это помогло мне как-то больше опыта набраться и понять, как это вообще, что делать, как делать, какие трудности возникают в этой работе. Сам процесс снятия фильма — это очень интересно, потому что нужно выбрать правильный ракурс, выбрать нужных героев, поставить их. И это очень интересно, и мне кажется, это пригодится мне в будущем. Губернатор отказался выполнять их требования, собрал солдат гарнизона и начал осаду дома. 4 марта солдаты начали атаку, разбивали окна, закрывали ставни окон. Затем начался обстрел дома. Тогда романовцы открыли ответный огонь, застрелили 2 солдат. Пули из винтовок пробивали стены дома. Было произведено около 2000 выстрелов. Наталья, и какое же место заняло у вас на конкурсе «Работа ребят»? Все фильмы были очень уникальные, интересные. Все использовали уникальный архивный материал, поэтому мы не могли, допустим, какие-то такие сложные, четкие границы установить. Поэтому решили, что у нас 3 это призовые, 3 победителя. 1, 2, 3 места у нас нет, и поэтому 3 первых места у нас заняли гимназисты как раз, и наши маленькие 5-классники, и правнук Яна Заборовского из Верхоянска. 3 наших победителя. И 5 поощрительные призы у нас были. Это Нюргинская школа, лицей, Амгинский лицей
и так далее. И что еще примечательно, что поощрительный приз получил правнук Федота Романова, который является домовладельцем нашего музея, то есть здание, в котором находится наш музей. В будущем, наверное, все-таки будете еще проводить конкурсы? Ну, в следующем году мы планируем уже выйти на общероссийский уровень. И я надеюсь, нас поддержит министерство, потому что тема будет большая, значительная, глобальная, я бы сказала, так столетие Октябрьской революции в России. И вот именно вклад наших политических сильных в революцию. И тоже в виде фильмов ребята будут участвовать, в виде фильмов. И как раз осенью у нас начнутся мастер-классы именно по режиссерской работе, по операторской. Будут преподавать актерское мастерство. В следующем году работа еще достойнее будет. Ну, хотелось бы пожелать ребятам в будущем, ну, если даже вы не выберете профессию режиссера либо актера, да, все-таки, чтобы кино всегда было с вами рядом. На этом завершается программа «Кинозавод». Мы желаем вам смотреть только хорошее кино.